Сегодня мы будем говорить о значении морально-нравственных принципов при строительстве государства. Тема очень интересная, емкая и, безусловно, серьезная. Гость нашей студии — советник главы государства Ахра Аристава. Ахра Шотович, добро пожаловать. Вообще о моральном кодексе Апсора в последнее время в особенности очень много и часто говорят. Безусловно, это очень важная тема для каждого абхаза, для сохранения нашей культуры, да и в строительстве государства играет немаловажную роль. И мой вопрос прозвучит так: как соблюсти баланс между жесткой политической целесообразностью, прагматизмом, скажем так, и сохранением морально-нравственных ориентиров при принятии ключевых государственных решений. Возможно вообще это сделать? Здравствуйте. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам за то, что вы уделяете столь важной теме внимание. Это очень важно в настоящее время. Мораль, нравственность и особенно принципиальность, то есть принципы, играют ключевую роль вообще в обществе и в государстве, так как моральные принципы создают доверие граждан и к государству, и друг к другу. Если нет доверия, государство рушится. Это формулировал в свое время еще известный греческий философ Аристотель. Поэтому, имея такое богатство национальное, как морально-нравственный кодекс. Что значит кодекс? Это свод законов, правил. Э, Наш народ, это огромная ценность для нашего народа. И, естественно, когда мы попали в ту или иную ситуацию, государство в целом, народ в целом, у нас есть фундамент. Морально-нравственные принципы являются фундаментом при строительстве государства, при принятии, естественно, тех или иных решений. Глава государства часто ссылается, цитирует, опирается на наше достояние Апсвара. Почему? В первую очередь, если вот мы вспомним недавнюю встречу с руководителями политических партий, главы государства, он сформулировал 4 ключевые задачи, которые необходимо решить. Это безопасность, второе — энергетическая безопасность, социальная справедливость и укрепление дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Естественно, для того, чтобы обеспечить успех по всем этим важным направлениям, например, возьмем социальную справедливость. Абхазы говорят, справедливость рождается в диалоге. Что это значит? Это значит, во-первых, что у абхазов есть традиции и способы решения тех или иных проблем путем диалога. А почему рождается справедливость? Потому что у разных людей может быть разный взгляд на ту или иную ситуацию. Например, у вас, Илана, может быть справедливость значит, сформулирована с вашей точки зрения, с моей, я могу по-своему сформулировать. А когда диалог для чего нужен? Для того, чтобы прийти к золотой середине. Найти консенсус. Конечно, обязательно, да. И безусловно, не пользоваться тем богатством, которое нам оставили наши предки. Ну, я думаю, это даже беспечно и несерьезно. То есть это что такое апсвара? Апсвара — это те инструменты и механизмы, которые позволяют преодолевать барьеры в наших головах. То есть если мы, допустим, считаем какую-то задачу невозможной решить, если мы обратимся к нашей истории, к истории нашего народа, как они эти вопросы решали, какие механизмы использовали, там же все есть.
И вот там есть подсказки, как, значит, вот эти барьеры в головах преодолевать. И, естественно, приходить к решению тех или иных задач. На мой взгляд, да, Апсуара, это то, что в самые сложные времена, спасало наш народ, в том числе, тоже, потому что Апсуара — это, не только ведь, привставать, когда другой заходит, кто-то заходит. Апсуара — это, комплекс, очень большой комплекс ценностей. К сожалению огромному, мы замечаем, что активно, последние годы мы забываем, что такое Апсуара. Говорить мы говорим, очень много обсуждаем, об абхазском языке рассуждаем, об Апсуара рассуждаем, но на самом деле по факту, сделано мало. Это мое субъективное мнение, возможно. Мы, туристическая страна, и, безусловно, это тоже в некой, степени влияет на это. Храшодович, по вашему мнению, на ваш взгляд, можно сделать, так, чтобы, туристы, которые посещают нашу страну, не просто, следовали Апсура, это им и не нужно, но какие-то основные постулаты они знали. В том числе это касается и их внешнего вида, как они, выходят, в общественные места, когда посещают ту же набережную, а, их стиль одежды и так далее. Это влияет на Апсуара? Я не считаю себя знатоком свода всех правил и законов Апсора, потому что я все-таки вырос в городе. Да, я вырос в семье, э, где это все я видел своими глазами. Но в то же время я все-таки хотел бы, э, чтобы было понимание, особенно у тех, кто не знаком с нашим сводом законов и правил Апсора. Все-таки есть законы Апсора, есть правила, есть обычаи, есть этикет. Это все, ну, это свод. И, конечно же, э, это из-за того, что когда-то была вот встреча, Константин Константинович Озган возглавлял Совет Старейшин, он приглашал на встречу, я там тоже присутствовал, и он объяснил тогда нам, что в связи с коммунистической идеологией, когда был Советский Союз, не было возможности, и были определенные значит, сложности и трудности для того, чтобы это богатство передать. Он считал, что это большой минус, что новому поколению в необходимом и нужном объеме эти знания не были переданы. И я даже больше скажу, он очень за это переживал и нервничал. Там было более 15 человек. И я думаю, многие, кто там присутствовал, могут это подтвердить. Да, есть определенные упущения, связанные со знаниями. То, что касается туристов, сегодня формируется туристическая милиция. Кстати, в советское время функции разъяснительной работы отдыхающим по правилам поведения в городах, вне пляжных зон, вне туристических объектов исполняли участковые инспектора. Они проводили большую работу и для того, чтобы и турист мог значит, не попасть, да, в конфликт. То есть там была работа на опережение, как бы я сказал. И все это делалось очень деликатно, очень аккуратно и даже, ну, может быть, так чуть строго. Поэтому, конечно, турист, прилетающий к нам или приезжающий на поезде или на автомобиле, есть масса способов сегодня, слава богу, это и радио, это и буклеты, можно печатать правила поведения. Это принято во многих туристических странах для того, чтобы гость
не попал, так сказать, в нехорошую ситуацию. Поэтому я не вижу здесь при достижении э, нынешних технологий и интернета и всего прочего, естественно, доводить информацию. Сейчас есть все возможности. Если в советское время участковый приходил на объекты, значит, тратил колоссальное количество времени и энергии, то сейчас это гораздо проще сделать. Просто надо свод правил составить, ту информацию, которую необходимо довести до гостя. И я думаю, что этих инцидентов Хорошо, то ведь вы выше в своей речи упомянули институт старейшин. Это очень важный институт, и коль мы с вами говорим об Апсора, стоит на этой теме тоже остановиться, потому что старейшины– это неотъемлемая часть нашей культуры, Апсора в том числе. На ваш взгляд, какую роль а, институт старейшин играет в развитии государства, современного государства? Тут хочется сказать и о том, что глава государства, когда встречался со старейшинами, прям выделил и сказал, что институт этот очень важен, и руководство страны и впредь будет поддерживать старейшин страны. безусловно, это тоже часть нашей культуры, когда а, в разных ситуациях, по разным поводам, будь то это поводы, связанные а, с, ну, с хорошими, да, событиями или там, с нехорошими событиями. Это часть культуры обращаться к старшим людям, которые обладают жизненным, заработанным авторитетом при разрешении возникающих споров или разногласий. И в этой же вот конкретной ситуации, о которой вы упомянули, о том, что глава государства встречался со старейшинами, это такая же опора, на которую встал глава государства, которая нам досталась от наших предков. Конечно же, для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы осознать наше положение, положение нашего государства в нынешних сложившихся ситуациях в мире. И посмотреть, может быть, вот я хочу предложить, если вы не против, посмотреть со стороны на то, что происходит в мире за последние, ну, хотя бы лет 5. Что мы видим? Мы видим, значит, что, например, про западную страну, вот Украина, про западная же страна, тот же Запад их вынудил принять закон о продаже земли. Далее, недавно, да, там год назад или про западную страну вынудили, значит, с давлением, силой, грубостью принять закон, который позволяет контролировать недра иностранному государству. Мы видим похищение людей, руководителей государства из постели. Да. Мы видим, когда члена, учредителя Совета Безопасности ООН, самой Организации Объединенных Наций, страну-победителя во Второй мировой войне Российскую Федерацию, значит, у них, ну, Владимир Владимирович Путин, давая оценку, сказал, это воровство. То есть 300 миллиардов долларов у них нагло. Это у ядерной державы. Значит, блокируют и обсуждают, как их, значит, конфисковать. Не дают торговать, блокируют, значит,
банковские переводы, оказывают иное давление. Это говорит о том, что мы уже в другой реальности. Это не то время, когда можно было обращаться в международные организации, значит, за справедливостью. То есть давлению и угрозам подвергаются крупные страны. Иран, значит, за одну ночь сколько руководителей государства было убито. Просто без санкций, без решения Совбеза ООН, без ничего. Взяли и убили. И теперь, естественно, мы маленькая страна, маленький народ, который за 200 лет последних пережил страшно. Мы пережили и махаджирство, мы пережили сталинские репрессии, как говорил Руслан Гожба, когда по 700 человек за ночь расстреливали на Гумисте. Мы возродились, мы, значит, только-только, значит, встали. Ну, те же 30 лет, это для исторического периода, это миг. Но мы на пути строительства своего государства. Но та ситуация, которая сейчас сложилась, это значит, что те механизмы, которыми мы пользовались ранее, они сейчас уже не работают. Мы должны думать над тем, какие механизмы, меры применить для того, чтобы обеспечить безопасность нашего маленького народа. Поэтому глава государства этот вопрос выделяет. И, естественно, наш исторический опыт нашего народа подсказывает нам, что нужен диалог, нужно слышать друг друга, нужно отложить на второй план, значит, какие-то узкополитические или личностные цели и сконцентрироваться вокруг общей серьезной реальной угрозы. Это угроза. Поэтому важность нашего Апсвара, которая нам дает эти механизмы для решения этих задач, я бы выделил слова Бадри Зурабовича на встрече с политическими партиями, что здесь в этой встрече нет никакого личного интереса. Он это подчеркнул. Здесь только общий интерес. Никаких там ни двусмысленностей быть не может и не должно. Мы должны понять ту опасность, которая над нами нависла. Я никого не пугаю, я просто перечислил факты. Вот еще один факт. Сектор Газа, Палестине. Сколько детей в прямом эфире на глазах всего мира было убито. Ради чего? Ради того, что потом Дональд Трамп вышел и сказал, я на костях детей там курорт построю. Вы понимаете, уровень цинизма достиг какого-то небывалого размера. Если мы возьмем хотя бы фашистскую Германию, они это прятали, информацию, всячески старались, что, чем они занимались в концлагерях. Они это Не афишировали. конечно, до сих пор там они пытаются себя оправдать. А здесь, значит, естественно, нам подсказывает текущая ситуация, все, что происходит в мире. Значит, вот эта цифровая революция, которая идет, это четвертая технологическая революция, которая и позволила некоторым странам, доминируя, так себя вести. Они считают, что они могут навязать свою волю путем, значит, цифрового контроля над торговлей, над банковскими операциями, над деньгами, да вообще даже над поведением людей, диктовать миру свои условия. И не зря, значит, руководитель России Владимир Владимирович Путин говорит о защите суверенитета. То есть что значит суверенитет? Что на данной территории все решения мы принимаем сами. Мы хозяева страны. А этот тезис ставят под сомнение. И говорят, нет, ребята, вот с Ираном что происходит? Значит, или с Венесуэлой. Венесуэльцы вынудили вернуть, значит, под контроль американцев все нефтяные ресурсы государства, просто взяв, выкрав руководителя из постели.
И если мы не осознаем эту опасность, и мы, значит, не примем э, адекватные меры, то наш народ может попасть в серьезную беду. Любые меры, связанные с безопасностью государства, опять же, я считаю, что решаться должны в рамках консультативного совета. Глава государства ясно сказал, что совет будет расширяться, все мнения будут выслушиваться. То есть там речь не идет о том, что глава государства, вот он слушает, что все скажут. Они между собой партии, то есть это будет обмен мнениями и политических сил. Для чего? Для того, чтобы хамами это наше достояние. Мы умеем в буквальном переводе складывание умов. И в соответствии с нормами Апсуара, в соответствии с абхазским этикетом. И самое интересное, что наш язык в этой истории тоже играет ключевую роль, потому что знание языка обеспечивает понимание абхазской культуры. Если ты язык не знаешь, то ты не можешь понимать, почему абхазы в тех или иных ситуациях так себя ведут. Вот простой пример. По-абхазски апсуа, апсуара, апсанра, апсабара, апс. Ре зигит халами, эдис хело, авё, апс. Апс– это душа. То есть вот это взаимосвязь. Если ты язык не знаешь, ну, в русском языке это все разные слова. Человек отдельно, страна или родина, земля отдельно, значит, природа отдельно. Да, это же разные слова. А у абхазов эти все слова через «пс» – душа, они связаны. Поэтому человек, который знает абхазский язык, он прекрасно понимает, почему абхазы так переживают за свою землю, за свою культуру, потому что они переживают за душу. А за свою душу, душа у абхазов есть ясное понимание, она им дана от Всевышнего. Поэтому есть традиционные, фамильные или общинные, да, моления, обращения к Богу, абхазан, шадут, шоу, и снагир дуро напсва. Еще до прихода значит, мировых религий. И, естественно, это наше богатство, все эти наши знания. И максимально, если мы сейчас ими воспользуемся. Я, кстати, сегодня вспоминал Константин Константинович Озган. Я недавно вот случайно попал на Ютубе на его интервью. И он уверенно говорил о том, что абхазы могут другие народы научить, как себя вести и что делать в тех или иных ситуациях. Потому что это, что такое абсур? Это философия, жизненная позиция, отношение к человеку, к природе, к значит, внеземным силам. Там есть все. И это богатство, которое формулирует и однозначно трактует отношение абхазов к человеку. В первую очередь, человечность, значит, совесть, честь, достоинство, аламас, апату, ауира, вазгями, и ну, обязательно надо этим пользоваться. И слава богу, что глава государства на это опирается. Хорошо, да, ведь я очень надеюсь на то, что на нас с вами не посыпятся упреки по поводу того, что об абсуар, об абхазском языке и вообще о морально-нравственных принципах нашего народа мы с вами говорим на русском языке, но я хочу разъяснить, это сделано специально для того, чтобы побольше зрителей, слушателей имели возможность понять, о чем идет речь, и понять эту беседу. А мы сегодня с вами в ходе беседы очень много цитируем
президента страны, и беседа близится к завершению, но хочется затронуть еще одну очень важную тему. Это абхазские села. Как мы все знаем, по поручению главы государства, по его инициативе 2026 год объявлен годом села, и мы прекрасно все видим, какая большая поддержка оказывается селу. Это является приоритетным направлением в политике главы государства. И неоднократно сам Бадра Зурабович говорил о том, что абхазские села являются подспорьем Апсуара, они способствуют сохранению абхазского языка и выделяет села Абхазии как очень важный, нужный, приоритетный аспект. А, я бы хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Мы сегодня с вами очень много говорили об Апсуара, и, безусловно, я думаю, вы тоже будете согласны с тем, что абхазский язык Апсуара в разы лучше сохраняется в селах, нежели в быстро развивающихся городах, туристических городах. А у нас практически все города уже к нашему времени являются курортными. Вот хочу немножко, чтобы вы прокомментировали этот момент тоже. Я с удовольствием прокомментирую. Глава государства, опять же, принял это решение, было непростое. Я хочу, может, это выдам секрет, но когда глава государства принимал это решение по кратному увеличению э, внимания, здесь дело ж даже не в деньгах, а именно внимание к проблемам села, к значимости решения этого вопроса. Он не был в большинстве, так скажем. И это решение, он его принципиально отстоял, так скажем. Отстоял с точки зрения всей исполнительной власти. И я, допустим, считаю, что вопрос сохранения села – это вопрос тоже национальной безопасности. Безусловно. Если я как-то, мне доводилось читать документы по трактовке властей, например, Беларуси или властей Польши, связанных с селом. Они однозначно в белорусском документе было написано сохранение генетического кода нации. Прямо вот так. Вот я цитирую. Генетический код нации. Сохраняем село, сохраняем генетику, сохраняем государство. Абсолютно понятно и просто. Логически выстроенная цепь. Цепь, конечно. И эти документы принимались на Совете Безопасности той же Республики Беларусь или в Польской Республике. Если мы посмотрим всех наших государственных деятелей за последние 120 лет, они все вышли из села. Если мы посмотрим на выдающихся деятелей литературы, выдающихся деятелей культуры, выдающихся деятелей науки, все вышли из села. Вот недавно я смотрел на абхазском телевидении, брали интервью Амирана Адлиба. Он правильно сказал, что в абхазский город сила приходит из села. Сила разума, сила знаний, сила понимания мира вокруг себя. Она приходит из села. Она позволяет нам раздвигать наше сознание и понимать, что мы способны решать многие задачи на пути строительства нашего государства. Я сейчас не перехваливаю, но если мы вот наш тоже деятель культуры Начкебе, я его недавно смотрел интервью, он рассказывал, как они встречали
в Абхазии французского писателя. И когда французский писатель узнал, сколько у абхазов писателей, он очень удивился. Он сказал: у нас десятки миллионов французов, но у нас нет столько писателей. Или я был на встрече, Юра Гудиса Чаргун тогда был депутатом парламента. Он встречался с депутатами белорусского парламента. И они интересовались, сколько у нас значит, театров, сколько у нас ученых, сколько у нас писателей. И председатель комитета, когда Юра Гудисович ему начал перечислять, он встал. Он встал вот такими удивленными глазами. Он говорит: а вас точно 100 тысяч? Ну, как столько, говорит, у вас людей талантливых? А там имена всемирно известные были. То есть и Баграт Чунгба, и Фазиль Искандер, и многие другие. Поэтому я думаю, что это путь правильный, единственный на сегодняшний день, учитывая все, что происходит, учитывая ситуацию, которая складывается, опираться на те знания и те традиции, на ту мораль и нравственность, которая на высочайшем уровне всегда была за нашим народом. И это наши старшие нам и рассказывали. Если взять, неважно в какой части Кавказа, кто бы ни находился, всегда говорили, это абхаз, воспитанный как абхаз, совестливый как абхаз. Абхазы были примером высокой моральной нравственности. Слово абхаза это было очень весомое слово. Об этом писали все путешественники, и специалисты, и дипломаты. И опора на мораль и высокую нравственность всегда гарантирует успех государства и народа. Потому что это основа доверия и для политического диалога, и для решения социальной справедливости, и для решения вопросов крестьян, и решения вопросов безопасности в целом. Хорошо, Тавич, подводя итоги беседы, подводя итоги всего вышесказанного, по вашему мнению, привить правильные морально-нравственные принципы подрастающему поколению является задачей школы, института, института старейшин, или же это все-таки должно идти из семьи? Это общая задача всех. Я, допустим, рос, и отца мы не видели. Он в 7 утра уходил, 10-11 приходил. И мы сталкивались с нашими морально-нравственными принципами, с нашими правилами, этикетом и обычаями везде. Будь то детский сад, будь то школа, будь то университет. И нам не просто давали знания преподаватели наши, или соседи, или родственники, или окружение. Это была школа жизни. Это было во всем, даже в мелочах. Аббас угыл, Аббас ута, Аббас, значит, Аллах голуб, жирдун, умцавен, цасцам и цасцам. Сколько раз нам говорили? Это была подсказка. Да, были такие моменты, вот мое личное впечатление. Бывало, я мог отца спросить или отца братьев, и они могли не объяснить. И они могли сказать, время придет, поймешь. Время придет, поймешь. На какие-то, да, почему так, почему так. И самое интересное, они оказались правы. И я понимаю, что для них было важно, чтобы ты это осознал. Что не то, что тебе это навязали, что вот такое правило жесткое, а ты осознал, для чего и почему. То есть причинно-следственная связь, почему именно так. И так и выходило со временем те или иные вопросы. То есть ты на мир уже более смотришь зрелыми глазами, то есть пройдя какой-то путь, ты понимаешь
и осознаешь, что это правильно. А если молодому человеку сейчас вот так вот тоже резко вдалбливать нельзя, он должен с этим сталкиваться. Он должен сталкиваться с порядочностью, с честностью, с человечностью везде, куда он придет. То И есть вы тогда он, считаете, что это только общество в целом. сообща Да, у нас есть. все эти институты, если приложат усилия, общими усилиями можно достичь Да, я результата? предлагаю просто попробовать всем. Это несложно. Как сказал а, Фазиль Искандер, это несложно быть честным, порядочным человеком. Оно не требует героизма. Я вас благодарю за интересную беседу. Правда, считаю, что темы Апсора, темы, касающиеся вообще морально-нравственных принципов абхазского народа, которые это ведь не просто какие-то правила, свод правил, это наше культурное наследие, которое в разные, в самые тяжелые времена сохраняли наш народ, оберегали наш народ и выделяло нас среди всех остальных народов, делая абхазский народ уникальным. Надеюсь на то, что те, которые услышали сегодняшнюю беседу, сделали выводы, интересные выводы для себя, задумались и будут более щепетильно относиться в воспитании детей к этим вопросам, будут уделять особое внимание внедрению, скажем так, привитию морально-нравственных принципов. Напоминаю о том, что сегодня в беседе, участвовал, в студии присутствовал советник главы государства Ахра Аристава. Я на этом завершаю беседу и до, скорых встреч. Спасибо, Ахра Шотович. Вам спасибо за приглашение.